Здравствуйте всем! Позвольте представиться, я артист театра и кино Юрий Чернов. Очень приятно. Он играл юного ученика солнечного клоуна Попова в двухсерийной картине «Карнавал». Балалайчников Иван Васильевич меняет профессию деревенского детектива и матроса, но сегодня Юрий Чернов, актер фильмов в большинстве своем комедийного жанра, вспоминает первые роли своих одноклассников на школьном спектакле. Один играет за весь оркестр, перетягивает невидимый канат и даже показывает цирковые трюки, ставит стул себе на голову и учит ребят, как правильно это делать. Так, руки в стороны, аплодисменты. Так, Амир, давай переступка. Не, ну так представили, ребята. Под руку, как можно поставить. Так, руки в стороны, Амир. Выпускник ГИТИСа и Московского циркового училища свою первую роль старшеклассника Сыромятникова сыграл в 1968 году в фильме «Доживем до понедельника». Незабываемый персонаж, благодаря которому мир узнал такого актера и комедианта. Сегодня он с большой гордостью знакомит детей с отрывками с фильма со своим участием. Если нынешнее поколение только знакомится с творчеством Юрия Чернова и видят фильм впервые, то взрослые кинокартины узнают сразу. Они рады снова окунуться в юность и вспомнить самые лучшие ленты советского кинематографа. Старое кино, оно имеет свою ауру, свою философию. Ведь мы воспитывались на этих фильмах. Ну, возьмем «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие». Я помню, когда на экраны вышли эти фильмы, так в этот кинотеатр невозможно было пробиться. Оно заставляет нас размышлять, думать, видеть мир во всей его красоте. И особенно, когда зори здесь тихие. Это 5 девушек, казалось бы, которые должны были радоваться. Но они же сделали и проложили с собой этот путь подвига. Казалось бы, далеко не легкие юношеские плечи, но они понимали, они на страже своего Отечества. Они востребованы, эти фильмы, и дают новому поколению, вот я повторяю, и гражданственность, и активную жизненную позицию, и эстетику, и нравственность, и мораль. Как можно чаще общаться с юным поколением и знакомить их с классикой советского кино старается и сам актер. По его мнению, в наши дни выходит очень мало фильмов для детей, которые несут в себе положительный и глубокий смысл. Вообще я люблю выступать перед детьми. Я уже давно с программой выступаю. Тогда, когда был Советский Союз, я объездил весь наш Советский Союз. Ну а сейчас вот в рамках вот этого прекрасного фестиваля «Золотая башня» вот я имею счастье общаться с вашими ребятишками, и мальчишками, и девчонками. Ну, к сожалению, знаете, ведь многие же из них не видели те фильмы, в которых я снимался, о которых я говорю. Но я надеюсь, что, может быть, вот будет такая возможность у них, вот, может быть, накануне вот этого праздника, этой «Золотой башни», может быть, будут показы, демонстрироваться эти фильмы здесь, вот в кинотеатре. Замечательные залы, что и вчера был маленький зал, но он такой чистый, аккуратный. И сегодня, посмотрите, какой великолепный дворец культуры. Ведь в Подмосковье не очень часто увидишь такие красивые здания. А здесь, представляете, как прекрасно. Я очень доволен. И ребята такие активные, организованные, веселые, и реагируют, и слушают внимательно. Сами школьники, несмотря на то, что знают актера лишь по самым знаменитым ролям, очень рады такой встрече. Появилось желание посмотреть все фильмы, в которых участвует этот актер, узнать его поближе, получше, узнать то, что смотрели их родители, старшее поколение, чтобы узнать, что они видели в своем детстве, какое было их детство. Познакомиться поближе с актерами. Мне понравилось, как он рассказывает о своем детстве, как выступал первый раз. И мне понравился его фильм, первый фильм его. И сам он очень позитивный, интересный. Развитие кинематографа в Ингушетии – еще одна цель, ради которой в республику приехало столько знаменитых деятелей культуры, кино и телевидения. «Золотая башня» не просто главная награда, а возможность показать свое творчество и получить бесценные уроки. Жирадат Хулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24.